Na vrsti je kolegica Elena Korjakovceva. Se slišimo? Так, дорогие коллеги, благодарю вас за возможность участвовать в конференции, хотя бы вот с помощью платформы Zoom. Особенно я благодарна коллеге Борису Керну, который тут мои проблемы решил. Ну, а сейчас я постараюсь показать презентацию. Так, видно ли ее? Пожалуйста, видно презентацию? Да, хорошо видно. Ага, хорошо. Итак, сегодня я вернусь уже говорили о профессоре Мирославе Скоржинском в самом начале конференции. Я хотела бы обратить ваше внимание на его пионерские действия исследовательские. Но надо сказать, что профессор Скоржинский, несомненно, является пионером исследования словообразовательных гнезд в Польше. Он был первым польским лингвистом, который применил метод гнездового описания исследования, который основан на теории системы словообразования, известной в русистике. Он был человеком невероятно широкой эрудиции, и поэтому использовал все те работы, которые считал необходимыми для развития словообразовательной теории польского языка, владея и русским прекрасно, и чешским, и другими языками, не только славянскими. Итак, профессор Скоржинский заинтересовался теорией гнездового словообразования уже в 1979 году. Он адаптировал ее для польского языка и творчески развил в 6 обширных работах. Это его кандидатская диссертация, 5 книг, а также 9 научных статей. Нельзя не согласиться с профессором Ханной Едацкой в том, что без его работ не было бы вообще польского гнездового словообразования. Надо сказать, что неопубликованная кандидатская диссертация Мирослава Скоржинского «Попытка применения метода гнездового словообразования к изучению словообразования современного польского языка» является первой научной монографией в области гнездового словообразования. Целью этой диссертации, цели, поставленные в диссертации, им успешно решены. Построены были теоретические модели гнезд для существительных, прилагательных и глаголов. Он проанализировал свыше 6000 дериватов. Была выявлена их словообразовательная так называемая сила. Составлен был реестр, поставлена цель и достигнута. Типов словообразовательных цепей определена была их продуктивность, также количественная и качественная деривационная активность в словообразовательной системе современного польского языка. Скоржинский неоднократно подчеркивал во всех своих работах преимущество использования гнездового метода. Почему? Во-первых, он позволяет существенно расширить знания о системе словообразовательной системе языка, поскольку есть возможность описать сеть мотивационных отношений между словами во всем словарном составе. Во-вторых, помогает установить инвентарь словообразовательных моделей вместе со сведениями о степени их использования и общих правилах, которые ограничивают активность словообразовательных моделей. А кроме того, создает эмпирическую базу для нормативной деятельности по оценке неологизмов. Мирослав Скоржинский неоднократно подчеркивал, что при изучении словообразовательной системы гнездовой подход является наиболее оптимальным, поскольку гнезда – это микросистемы, которые отражают закономерные связи производных единиц. В них отражены все отношения, парадигматические, синтагматические и иерархические. Кроме того, использование метода гнездового анализа позволяет изменить представление коренным образом о словообразовательной системе, поскольку увеличивается поле наблюдения над дериватами. Но и о группировании мотивированных слов в словообразовательные гнезда вокруг исходных слов позволяет получить совокупности дериватов и увидеть те словообразовательные операции, в которых использованы были различные способы деривации. Итак, обращает внимание таким образом исследователь внимание не только на слова, образованные на разных тактах деривации, но и словообразовательные средства, которые были использованы в словообразовательных процессах.
Надо сказать, что Мирослав Скаржинский не только использовал устоявшийся аппарат словообразовательной теории польского языка, который развивается успешно с 70-х годов XX века, но и дал определение собственные, уточнения собственные ряду терминов. Надо сказать, что Мирослав Скаржинский не раз подчеркивал, что словообразовательная, что на протяжении уже нескольких десятилетий наблюдается два направления. Основное было ориентировано на отношения между мотивированным и мотивирующим словами в паре. Направлено было на интерпретацию форманта, его формы, его функций, а далее уже на уточнение и включение в категории словообразования. Второе направление, направление гнездового анализа, оно менее было распопулярно, поскольку это сложные достаточно исследования, требующие коллективных усилий, огромного времени, интеллектуальных операций. Но это гнездовой метод анализа словообразовательной системы модифицирует описание посредством построения деривационных гнезд. Там наборы прямых и косвенных дериватов изучаются, которые расположены вокруг центрального слова, немотивированного. Это направление, которое называют выросъяндровое и выросинициальное. Исходное слово «вершина гнезда». Это соответствующие русские соответствия. Направление это ориентировано на определение словообразовательных механизмов. Рассматривают мы их уже с позиции не форманта, только словообразовательной основы. И описание типов трансформаций, которым подвергается основа в результате многочисленных операций. И, наконец, представлена система словообразования посредством набора структурных словообразовательных моделей вместе с предполагаемой степенью и вклада в номинацию. Но уточнено было понятие словообразовательной цепи. Тут ряд использовал профессор Скаржинский синонимичных терминов. Как видите, словообразовательный ряд, словообразовательная цепочка – это в русистике используемые подобные термины. Словообразовательная парадигма также была уточнена. Так, деривации. Очень важный момент – это определение того, что такое так деривация, ступень производности. Итак, много внимания профессор Скаржинский посвятил в уточнению способов описания. Значит, вопросу о том, включать ли диахронический момент в описание словообразовательных гнезд. Он был против этого, поскольку отмечал, что теоретически, конечно, возможно введение концепта «идеальная словообразовательная основа» как потенциальная вершина, а может та вершина, которая была в истории языка, в гнездах членимых, но синхронно немотивированных с глаголов типа «заджить», например, «направить», «что-то вверх задрать». Но идеальная словообразовательная основа вычленяется из группы подобных глаголов. Однако такое решение, по мнению профессора Скаржинского, было неприемлемо, потому что вершиной гнезда, по его мнению, должна была быть лексема, которая функционирует в современном языке. Но предложил ввести понятие деривация выменно, поскольку тут в таких случаях, как сгнить, догнить, поскольку в этом случае префиксальный глагол может достаточно легко и, естественно, быть парафразирован с помощью другого глагола. Но и использованы были и такие термины в его работах, как мотивированное слово, мотивирующее слово. Это такие, надо сказать, уже в учебниках встречающиеся современного польского языка грамматик. Производная основа, словообразовательный тип, модель словообразовательной, категория словообразовательной. Надо сказать, что еще работая в Институте исследования польской диаспоры, Мирослав Скаржинский разработал гнездовой словообразовательный словарь, который служит до сих пор подспорьем в обучении иностранцев польскому языку. Этот словарь, малый словообразовательный словарь польского языка, созданный, опубликованный в 1989 году, был первым и долгое время единственным словарем гнездовым современного польского языка. Этот словарь действительно дает возможности обучать иностранцев очень эффективно
польскому языку. Но, кроме того, профессор Скажинский был автором обзоров работ, синтез таких работ по польскому словообразованию. Одна из его выдающихся работ – это «Powstanie rozwój polskiego słowotwórstwa ogólnopisowego». Там представил он почти 50-летнюю историю польского словообразования. Кроме того, проанализировал подход к описанию парадигматической деривации, различные способы классификации дериватов и рассмотрел методику исследования описания словообразовательных гнезд. Выдающейся его работой, по мнению многих польских лингвистов, является монография «Числительные в словообразовании современного польского языка. Исследование словообразовательных гнезд». Там были определены словообразовательные возможности основ числительных путем установления зон, и вот это новум, словообразовательной активности, а также количественные характеристики, которые позволяли определить, какие из этих зон считать можно типичными, центральными, словообразования числительных, а какие периферийными. Текстовую часть монографии профессора Скажинского дополняет словарь словообразовательных гнезд числительных. Концепция словообразовательного словаря, гнездового словаря польского языка была изложена профессором Скажинским в его книге, в его статье, вошедший в сборник словотворства гнездовых «История метода и застосования». То есть гнездовое словообразование, история, метод применения. Здесь Скажинский отметил, что направление ориентировано гнездового описания, ориентирование прежде всего определения словообразовательных механизмов с точки зрения словообразовательной основы. В этой статье представлена история метода анализа гнезд, затем состояние работ над заключительными томами словаря словообразовательных гнезд современного польского языка, но и определялся объем гнезд, мотивированных глаголами. По мнению Скажинского, после описания структур гнезд, выявления наборов словообразовательных моделей, которые были инициируемы разными частями, лексемами разных частей речи, уточнение центральных и периферийных областей словообразовательной системы современного польского языка, необходимо перейти к такому исследованию гнезда, которое позволило бы определить роль семантических факторов, определяющих словообразовательную активность отдельных классов исходных слов гнезда, описать, как понятие, передаваемое этим исходным словом гнезда, видоизменяется последовательно в производных словах. Автор считает возможным применить некоторые идеи даже когнитивной лингвистики, например, когнитивная метафора. Это может привести к новому взгляду, по его мнению, на так называемое морфологическое словообразование, в отличие от синтаксической деривации, но и построить общую модель номинации, которая интегрировала бы семантическую и морфологическую деривацию. Скажинский указывал на преимущества, которые в исследовании гнезд может нести в лексикографию. Возможность, например, использования деривационной трансформации для оценки границ между амонимией и полисемией, проверки правильности выделения значений слов и их подачи в словарях. Среди преимуществ использования метода гнезда наиболее важным, по его мнению, считаются исследования, связанные с синхронным словообразованием. Но профессор Скажинский не отрицал того, что метод гнездового словообразования может быть использован при диахронических исследованиях. Ще две минутки. Так. Итак, могу сказать, что была опубликована масса работ, но хотя было опубликовано много работ, тем не менее грамматика современного польского языка, ни первое, ни второе издание не включило этот метод в описание. И это очень огорчало профессора Скажинского. Об этом он писал в своей статье «Методика анализа, гнездового анализа в словообразовательных исследованиях. Мимолетный эпизод или шанс для исследователя». Но надо сказать, что еще профессор Буркацкая в 2001 году писала в своей рецензии на книгу о развитии словообразования польского языка,
профессора Скоржинского о том, что этот метод дает неограниченные возможности. И действительно, профессор Скоржинский, не ожидая, пока возьмутся за исследование этой области словообразования, используя этот метод, кульминацией его работы был вдохновителем и руководителем группы, создавшей гнездовой словарь польского языка. Но и где же находит применение, в каких областях? Гнездовое словообразование находит применение в историко-лингвистических исследованиях сейчас польского языка. При изучении истории лексических заимствований, в сравнительно-сопоставительных исследованиях, при обучении польскому языку как иностранному и не только польскому, и другим языкам. Гнездовое словообразование, как оказывается, помогает лучше изучить польский язык информационных технологий. Кроме того, используется это и в логопедии. Но тут я некоторые количество работ увеличивается, только некоторые называю. Выработана методика в результате, которая используется универсальная во всех, наверное, вузах, не только польских. Надо сказать, что многие польские лингвисты считают, что главным достижением профессора Скоржинского является главное произведение. Это его журнал «Лингвария». Он был его инициатором, автором концепции, создателем названия. Но и этот журнал имеет очень высокую позицию. Это не только факультетский журнал Института полонистики Яглонского университета, а журнал, который имеет общеевропейское уже сейчас значение. Надо сказать, что восхищение заслуживает выдающийся научный альтруизм профессора Мирослава Скоржинского. Выражением его является перевод книги Михаила Робинсона «Судьба академической элиты. Отечественное славяноведение». Эта работа более 300 страниц, и профессор Скоржинский совершенно альтруистически ее перевел, приближая научному польскому сообществу фрагмент истории российской славистики, период большевистского террора, когда на долю русских лингвистов выпали тяжелые испытания. Итак, заканчивая, хочу сказать, опять-таки словами пани профессор Ханны Едацкой, что польское языкознание понесло огромную потерю болезненную. 23 августа 2019 года, более 5 лет тому назад, в преддверии своего 67-летия умер профессор Ярослав Скоржинский, ученый мирового масштаба, талантливый дидактик, неутомимый популяризатор знаний о языке. Но и еще раз, без его работ не было бы польского гнездового словообразования. Спасибо за внимание. Najlepša hvala.